Mulțumim foarte mult. În continuare, domnul Găgăuz, vă rugăm frumos. Да, mulțumesc, депутат Гагауз, фракция социалистов. Здесь Da, domnul Găgăuz, vă rugăm frumos. Nu neapărat raportorul trebuie să-l privească pe deputatul în ochi când ne pune întrebarea. Deci, vă rog frumos. да, trebuie să aude. Уважаемая представитель Министерства экономики, да? Вы не представились. Рассматриваемый проект закона предусматривает создание двух видов предприятий. Это государственное и муниципальное. Скажите, пожалуйста, почему вы не берете во внимание статус гагаузской автономии и рассматриваете Гагаузию под призмой как субъекта муниципального образования, в то время как таковым Гагаузия не является? И, как следствие, не предполагаете другого вида предприятия, которое может быть учреждено исполнительным комитетом Гагаузии. Назвав, например, это предприятие, этот вид предприятия предприятием Гагаузии или региональным предприятием. Mersi de întrebare. Pot să răspund că prevederile legislației în vigoare nu prevede o formă organizatorică juridică de întreprindere regională sau altă formă de întreprindere. Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi prevede clar formele organizatorico-juridice. Așa formă nu există. De asemenea, Codul Civil, la fel, nu prevede o formă organizatorică-juridică de întreprindere regională. Cu atât mai mult, noi nu creăm acum formele de întreprindere de stat și întreprindere municipală. Noi doar reglementăm un vid legislativ care nu este reglementat, sorry că mă repet. Adică noi nu creăm întreprinderea de stat și municipală ca formă organizatorică astăzi și punem la o parte aspectul regional. Noi reglementăm prin prevederi legale sau acoperim vidul legal pentru normele sau pentru formele organizatorico-juridice deja existente. Mulțumim, domnul Găgăuz, dacă aveți a doua întrebare sau precizare. Я понимаю, что мы не создаем организации, мы создаем законодательную базу для формирования тех или иных видов предприятий. И касательно Гагаузии, органы, которые правомочны учреждать соответствующие предприятия с публичной собственностью, принадлежащей Гагаузии, в данном случае исполнительный комитет Гагаузии, должен иметь собственное имя, и оно отличается от муниципальных образований, коим являются города и села. Поэтому идея заключается в том, чтобы услышать то, что мы говорим, и в законе, который вы представляете, в части 1 добавить еще одну норму, которая раскрывает, что такое региональное предприятие, а в статье 2 дать право, или точнее прямо указать, что правом учреждения региональных предприятий обладает исполнительный комитет. Вот и все. Eu pot doar să răspund că prevederile care le spuneți dumneavoastră nu sunt subiectul legei. Trebuiește de modificat legea pe alte legi, antreprenoriat și întreprinderi, Codul Civil și pe urmă de venit cu amendamente la legea dată. Eu oricum mi-am notat. Вы обратите внимание, о чем мы говорим, о том, что Гагаузия не является субъектом муниципального образования. Гагаузия является политической национально-территориальной автономией. Отсюда и последствия. Ваши ссылки на том, что мы не создаем предприятий, в данном случае не обоснованы. И если необходимо изменение, в том числе и Гражданский кодекс, вы имеете в виду, наверное, статью 179, в том числе и надо поддержать эту идею. Соответствующими поправками мы выйдем. Просьба, чтобы вы внимательно изучили и поддержали. Спасибо. Mersi mult. Mulțumim foarte mult, doamna Bodnarencu, vă rugăm frumos.